Это третий корпус Сыктывкарского государственного университета. Здесь располагается Институт естественных наук. В нашем институте ведется подготовка студентов по 4 направлениям подготовки: естественным наукам, химия, биология, экология и природопользование, геология. Кроме того, с 2013 года в нашем корпусе также обучаются студенты специальности лечебное дело. В настоящий момент по всем 4 направлениям подготовки Института естественных наук мы осуществляем прием абитуриентов. Количество бюджетных мест в нашем институте очень большое. Химия – 20 бюджетных мест, экология, природопользование – 25, геология и биология также по 25 бюджетных мест. В нашем институте очень высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Вас будут учить специалисты, которые все имеют ученые степени, либо кандидата, либо доктор наук. Поэтому, соответственно, и уровень обучения очень высокий. Пойдемте в лабораторию, которая называется микробиология. Сейчас посмотрим с вами тоже здесь что-то интересное. Принесли воду, попросили узнать, что в воде водится. Вода из артезианской скважины. Вот я им... То есть это практически анализ воды, да, происходит таким образом? Санитарно-эпидемиологическое исследование воды. Посмотрите, пожалуйста, вот большая светлая лаборатория химическая, в которой у нас проводятся лабораторные занятия для студентов, химиков, биологов, экологов. В данной лаборатории студенты получают прикладные знания по органической химии. Посмотрите, в нашей лаборатории много различной химической посуды, много различных химических приборов. И, в частности, мы можем с вами посмотреть даже сейчас очень интересный, увлекательный опыт химический. Опыт называется «Вулкан». Оранжевый порошок насыпан на асбестовую сетку. И сейчас посмотрим, что может случиться с этим оранжевым порошком. Мы поджигаем лучину и подносим ее к верхушке горки. Ну и посмотрим, что будем наблюдать. Количество порошка увеличивается в разы. И вот такие искры и имитация настоящего вулкана. Похоже? Похоже. Интересно? Интересно. Если вы будете учиться в нашем институте, вы сами сможете это проделывать и показывать своим коллегам, друзьям вот такие интересные, увлекательные химические опыты. Ну, сейчас он закончится. Мы с вами можем посмотреть еще один интересный опыт. Называется «Дым без огня». Мы соединяем, можно вытащить, наверное, из тяги, 2 стакана, и у нас получается дым без огня. Белый дым. На самом деле мы взяли, смочили 1 стакан концентрированным раствором аммиака, 2 стакан концентрированным раствором соляной кислоты. Соединив 2 этих стакана, пары этих веществ образуют хлорид аммония, который выделяется в виде белого дыма. Ребята, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас? Определяем растения и сушим. Делаем гербарий, да, и определяем. Материал, который мы вчера собрали. Да, на экскурсии. То есть мы были в поле вчера, да, в экспедиции, в лесу, на экскурсии, собрали материал растительный, да, теперь мы его классифицируем, обрабатываем и будем делать гербарий для работы в учебном году уже с этим материалом. Я всегда хотел заняться медициной, но после 9 класса у меня не получилось поступить, так как прием был только на базе 11 классов. Вот, был такой случай, что как-то был на приеме у ортопеда, и он сказал, что у меня очень интересная фамилия для медиков. Медицина в 1 курсе начинается изучение Сатуса Синельникова, моего однофамильца. Возможно, у меня где-то еще в роду были врачи. В дальнейшем я тоже хочу стать врачом. Возможно, травматологом или ортопедом. В моей семье все врачи. И я долго сомневалась и не хотела быть, как мои родственники. Но в итоге все равно пришла к медицине. Закончила 16-ю школу, кстати, тоже медицинский класс, 10-11. Но работать я бы хотела в функциональной диагностике. У меня, конечно, все работают терапевтами, но хоть так отличусь.